На этой неделе мы отметили сразу два праздника – День рождения Тукая и День родного языка в Татарстане. Наша лингвистическая карта, как отметил спикер Госсовета в своем поздравлении на этой неделе, чрезвычайно богата своим разнообразием. Тем не менее, основные мероприятия все же были связаны с татарским языком. При всех наших успехах в этом направлении ситуация далека от идеала. Татарским не владеют зачастую и сами татары. О чем говорить, если даже государственные органы власти, которым сам Бог и закон велели быть двуязычными, испытывают проблемы? Все это можно элементарно проверить. Мы так и сделали. На этой неделе мы провели простейший, но показательный эксперимент. Министерство и ведомство, насколько там готовы понять человека, не владеющего русским языком. Все, что нам было нужно, это телефон. Не понимаю, о чем вы говорите. Не понимаю. Я вам сказала, я не владею татарским языком. Вот такой ответ прозвучал сразу на том конце трубки из приемной Министерства здравоохранения. Вместе с общественным деятелем, журналисткой Альмирой Ханум Адиатуллиной, мы решили провести эксперимент. Объекты, все министерства. По легенде, бабушка не знает ни слова по-русски, хочет попасть на прием к министру и интересуется у секретарей, каков порядок приема граждан. Сразу скажем, что из 19 ведомств экзамен на профпригодность сдали 13. Особое вежливое отношение было отмечено в министерствах финансов, сельского хозяйства и продовольствия, образования и науки, а также промышленности и торговли. Света. Понимают и общаются на втором государственном языке также в министерствах информатизации и связи, культуры, экологии и природных ресурсов, по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, по делам молодежи, спорту и туризму, земельных и имущественных отношений, лесного хозяйства, экономики. В министерствах юстиции, транспорта и дорожного хозяйства, труда, занятости и социальной защиты бабушку нашу хотя и не сразу поняли, но старались как-то помочь. Негативно настроенными по отношению ко второму государственному, то бишь татарскому языку, оказались в отделении пенсионного фонда по Татарстану. Ну, у нас нет татар, говорить по-русски говорить. В Министерстве здравоохранения. Я не понимаю, о чем вы говорите. В Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ. Что? Понимаю вас, пожалуйста. Вы найдите русскоговорящего человека, тогда звоните. Секретари и другие помзамы, они должны знать татарский язык. Это кредо мое. Если не знает два языка, республика законный, надо заменить. Или учат по-срочному. Нечегенде ул дәүләт хезмәткәре үзе дәүләт телен белми. Алар эшкә кергәндә имтихан тотып, сынау үтеп, шундый шарт куйсак, аларга монда бер нинди дә милләтләрнең кысы юк. Чөнки әйткәнемчә конституциядә бит ике дәүләт теле тигез дип язылган. Шулай эшкә алсак, минемчә бу мәсьәлә бик тә уңайрак хәл ителер иде. Разиль Валеев – один из немногих депутатов Госсовета, выступающих на сессиях исключительно на государственном татарском языке. И на этот раз принципиально заявил, что интервью нашей программе он будет давать только на родном языке. Бу һичкенә рус телен инкар итү дә түгел, рус телен белмәү дә түгел, бу үзенең туган теленне хөрмәт итү, дәүләт телен хөрмәт итү дигән сүз. Әгәр дә без дә татарча сөйләшмәсәк, кем сөйләшер? Татарский язык как государственный закреплен в Конституции, защищен законом о языках и договором о разграничении прав между Российской Федерацией и Татарстаном. Однако получается так, что закон есть, а механизмы его исполнения не расписаны. Во-первых, нет какой-либо мотивации. Предложение депутата Разили Валеева о 15% надбавке тем, кто знает и использует в работе два государственных языка, не принято. Во-вторых, нет контроля за исполнением законов. Есть, конечно, кодекс об административных нарушениях, но наказание уж слишком символическое. Телләр турындагы законнарны бозган өчен җаваплылыкка тарту каралган. Әмма ләкин ул бик шартлы рәвештә генә. Анда 500 сумнан артып 1000 сумга хәтле. Бу штрафны кичекмәстән ким дигәндә 10 мәртәбә артырга кирәк. Визуально Казань одноязычный город без татарского языка.
центральной улице Баумана мы можем пройти от начала до конца и не увидеть ни одной татарской вывески. При отсутствии контроля со стороны государства эту функцию взваливают на себя общественники. Молодые люди пишут письма в различные инстанции и проводят самые разнообразные мероприятия, направленные на защиту татарского языка. Огромные вывески на английском языке, огромные вывески на русском языке. Нам говорят, почему есть же таблички, где написано на татарском языке. И вот приводят вот такие маленькие таблички, да, где написано мелким шрифтом, который не виден даже отсюда, через дорогу. А вот один из самых действенных методов воспитания – вручение премии «Тяжело с татарским». В прошлом году диплом был вручен дирекцией Универсиады 2013. В этом году премию получил исполком Казани за игнорирование татарского языка на дорожных указателях. Еще один победитель антирейтинга – электронное правительство Татарстана. Начиная с 2011 года общественниками проводится мониторинг сайтов правительственных учреждений. Несмотря на некоторые улучшения, до сих пор есть сайты, где нет даже новостной ленты на татарском. Например, сайт Министерства лесного хозяйства. К примеру, возьмем сайт Министерства информатизации и связи Республики Татарстан. Если мы откроем этот сайт на русском языке, то мы видим, какое огромное количество соответствующих ссылок, соответствующих разделов есть здесь. Это и документация, и различные проекты министерства и прочее. В то же время, если мы обратимся к татароязычной версии, то здесь количество ссылок очень сильно сокращено. Если мы зайдем к официальным документам на татарском языке и захотим просмотреть здесь какие-то акты, которые нам предлагают, то мы видим то, что зачастую они абсолютно пустые. Электронное правительство также обладатель диплома «Тяжело с татарским». Tiller meselesini kontrolde tutatırgan nindiler bir organ bulurga tiyиш. Bugün kunda hükümette bir kişiden tırgan sektor işley, tiller meselesi boyunca. Bu bit Tataristan'dağı 4 milyon kişiye, yer şarındağı 8 milyon tatarga bir kişi. Тимур Бекморзин, Рамис Латыпов и Михаил Кусов. 7 дней. На этом у нас все. Баргызга да иң изге теләкләр. Күрешик, татарча сөйләшик. Желаю вам самого доброго. До новых встреч. До свидания.